Меня тут все тегают, поэтому вынужден ответить. Ведь на блок-туры в Костанай поехали все самые лучшие инженеры и специалисты в области машиностроения. Вообще так приятно смотреть на профессионалов. Они выкладывают видео и подписывают, это все произведено у нас. Здесь в Костанае, то есть в Казахстане, производится больше 40% деталей, составляющих этого комбайна. В общем, практически казахстанских. Ну, делают уже почти 24% уже делается со стороны казахстанского производителя. Давайте сначала посмотрим 20 секунд, как делают сельхозтехнику во многих других странах. А теперь давайте глянем, как делают ее у нас. Эту показанную нам технологию использовали ровно 100 лет назад. Вот на фото 1910-1915 год. А давайте еще заглянем на сайт Агромашхолдинга. Еще в далеком 2007 году было объявлено о запуске производства комбайнов 4 класса ЕСИЛь. А уже в 2011 году заявили о запуске 6 класса ЕСИЛь. А что мы видим тут? Вот так приходят ЕСИЛя, собранные, никакой локализации и сборки нету. Наклейки наклеят и будет казахстанской сборки. Ну вот и настал финальный этап становления российского комбайна казахстанским. Это установка колес и все. Локализация 0%, господа. Ну, за эти годы можно же было сделать локализацию. Вы поймите, что у меня нет задачи сказать о вас плохо или чтобы вас закрыли. Если хотите, я вас похвалю, молодцы. Но дело же не в этом. Вопрос в том, что вам государство в течение всех 15 лет оказывало такую мощную поддержку финансовую. Вас оградили всеми возможностями, условиями. Это даже стало душить конкуренцию. И цена на сельхозтехнику так подлетела, что она стала просто недоступной. Те же утильсборы, та же первичка, это же все сделано для вас. А в итоге что мы видим? Вот такую вот локализацию. Вы знаете, когда вы говорите, что вы создаете рабочие места на заводах, это все, мягко говоря, неправда. Потому что на те деньги можно было действительно сделать локализацию, можно было по-настоящему сделать производство, и тогда наша молодежь не ходила бы по улицам без работы. Вот в чем вопрос. Не надо, пожалуйста, этим манипулировать, переворачивать проблему. Ведь проблема в том, что все это олигархические схемы. Я в этом уверен, и я буду на этом стоять, поскольку я вижу это своими глазами. Вы должны понимать и осознавать, что из-за таких олигархических схем, в чем я уверен, и происходят такие худшие события в нашей стране. Вот поэтому я все эти годы рассказываю о том, что нам нужна новая индустриальная, инновационная и промышленная политика, которой нет, которую вы, олигархи, давным-давно уже погубили. Спасибо за внимание.